Курс на эко-республику, и сейчас мы работаем в соответствии с ним. Мы стремимся к достижению всех показателей национального проекта «Экология». Так прокомментировал вопрос по обращению с отходами в республике глава Коми на прямой линии. Правительство региона поставило перед собой глобальную цель. Ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами региона требовала кардинальных изменений. Наша задача – максимально снизить полигонное захоронение отходов. Все принимаемые правительством республики меры позволят наладить раздельный сбор отходов и их вторичную переработку, сообщил Владимир Уйба. К 2030 году стоит задача в 2 раза снизить количество мест хранения отходов. Но для этого необходимо строить новые мусоросортировочные комплексы. Татьяна Супряткина о том, что еще прозвучало во время прямой линии по мусорной тематике. Эко-республика. Такая глобальная задача сегодня стоит перед правительством Коми. К 2030 году в республике необходимо сократить количество полигонов для хранения ТКО на 50%. Но добиться таких показателей можно лишь за счет сортировки твердых отходов и отправки их на вторичную переработку. Главная задача – сократить места хранения мусора. Эко-республика. Вот наше требование, чтобы все, что мы делали, мы приходили, ведь надо же идти к какому-то, так скажем, результату какому-то. Или там ставить какую-то планку. Вот планка наша – это эко-республика. Эко. Поэтому мы говорим, что мы не за то, чтобы накапливать мусор на полигонах, а у нас на сегодняшний день 9 в республике полигонов, причем 5 полигонов, они в критической зоне закрытия. Почему? Потому что они находятся в приаэродромной территории, входят в 6-ю зону как раз запрета размещения каких-либо объектов вот в приаэродромной территории. 6-я зона – это зона взлета-посадки, то есть это ведь любое… Почему? Казалось бы, ну при чем тут полигон, да, и взлет-посадка? Ну потому что полигон – это птицы. А взлет-посадка – это самая большая угроза, это как раз летающие птицы. Чтобы избежать мусорного коллапса, необходимо строить новые мусоросортировочные комплексы. К примеру, самый большой объем отходов образуется в Сыктывкаре и южных районах Коми. В год примерно 95 тысяч тонн. По столичному полигону местечке Дырнес уже поступило предупреждение от транспортной прокуратуры. Необходимы новые точки хранения. В столице есть несколько предполагаемых мест, одно из них в Эжвинском районе. Документы уже частично сданы на экспертизу. Да, на экспертизу. Планируем в течение первого квартала получить заключение экспертизы о том, что проектная документация соответствует необходимым требованиям. Ну и, соответственно, может быть, это немножко амбициозно, но задача у нас такая стоит. В июле 2023 года, скажем так, контур МСК, чтобы он уже стоял. Вот, да, и получение разрешительных документов, всевозможных лицензий, соответственно, от контролирующих органов, от любых других, мы планируем ноябрь-декабрь 2023 года. На самом деле у нас республика большая, но выбрать земельный участок не так-то просто, потому что везде либо это лесной фонд, требуется перевод, а это время, это порядка 2 лет, если все подходит по проектоизыскательским работам. Поэтому, конечно, это такой вопрос очень непростой подбор участка. И вот исходили из этого, это должно быть специальное назначение участка, он должен иметь и соответственная площадь. Поэтому вот один из таких вот вариантов оптимальных – это вот именно в том месте, где Дмитрий Витальевич уже объяснил, это земли промышленности. И, конечно, уже там, в историческом месте, где уже это был полигон. Предполагаемое место – это бывший полигон в Эжвинском районе. С 2013 года он был закрыт и на сегодняшний день не эксплуатируется. Возможно, именно там будет построен мусоросортировочный комплекс с мощностью обработки и сортировки 95 тысяч тонн отходов. Нам полигоны больше не нужны. Мы половину отходов должны с полигонов убрать и пустить на переработку. Причем не сжигать, да, а переработка, утилизация. Поэтому вот сегодня мы вынесли, с 1 декабря вынесли на обсуждение вопрос о строительстве таких, как минимум, 2 площадок для сортировки. То есть это завод, на котором будут работать люди, да, там завод, примерно 40-50 человек работающих, это рабочие места, хорошо оплачиваемые. И плюс это мы с полигона этот мусор уводим в переработку. Вот
2 таких предприятия мы поставили задачу рекоператору в обязательном порядке в ближайшие 2 года, 23-24, 2 таких сортировочных предприятия или завода поставить. Но чтобы понятно было, это не дешевое удовольствие. Вот по оценкам сегодня такой сортировочный комплекс плюс полигон, потому что ведь, как правило, этот сортировочный комплекс строится либо рядом с существующим полигоном, либо с проектным полигоном нового образца, вот так, как мы сейчас планируем сделать этот завод. Ну, делать будет, естественно, рекоператор, но мы жестко его контролируем в этом. По экологии, через Минприроду, да, и через республики России. И через общественное обсуждение. Вот сегодня очень важно, чтобы, уважаемые жители республики, вы это услышали, что с 1 декабря у нас начались общественные обсуждения как раз вот по этим 2 площадкам. Пока первая площадка, да, вот по сортировке. Но прежде объект должен пройти жесткий фильтр. С 2020 года были приняты единые требования к объектам утилизации, обработки, переработки и размещения отходов. Проект должен соответствовать всем требованиям законодательства, в том числе по охране окружающей среды и защите здоровья населения. Можете быть уверены в том, что если такой объект с момента проектирования, проектной документации поступит, обязательно будут проверены на все возможные виды негативного воздействия на окружающую среду. Естественно, проект, если не предусматривает меры по охране окружающей среды, охране здоровья населения прежде всего, я думаю, такой проект не пройдет экспертизу. Объект будет построен лишь после проведения общественных обсуждений с населением. Ни одно решение не будет принято без учета мнения жителей. К примеру, сегодня в Эжве соберутся активисты и общественники. На встрече они как раз и поднимут вопрос о строительстве в районе мусоросортировочного комплекса. Своим мнением они поделятся с представителями рекоператора и чиновниками. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.